Это программа «Новости» в студии Саид Ахвадов. Здравствуйте. Матч Россия-Румыния через 3 дня. Грозный любит футбол, Чечня любит футбол. Будет поддержка, наши должны победить. Грозный становится центром футбольной жизни. Глаза не видят, а руки делают. Они получат то, что нельзя купить, что нельзя передать, что нельзя подарить. Они самое главное получат это знание. В Грозном прошел турнир по пользованию компьютером среди слепых. Подарок для учащихся. Еще 2 коррекционные школы получили микроавтобусы. Грозный теперь в центре внимания всех футбольных фанатов. До начала товарищеского матча между сборными России и Румынии остается чуть меньше 3 дней. Пока представители РФС проверяют стадион, активисты движения «Россия любит футбол» занимаются популяризацией этого вида спорта. Впрочем, в Чечне, по их словам, и так все любят игру миллионов. О том, как готовится столица к предстоящему событию, расскажет наш корреспондент. Грозный постепенно погружается в атмосферу большого футбола. В республику каждый день прибывают многочисленные гости. И все это ради того, чтобы присутствовать на историческом для СКФО спортивном событии. 15 ноября на стадионе Ахмат-Арена впервые в федеральном округе состоится матч сборной России против команды из Румынии. В числе первых в регион прилетели представители общественного движения «Россия любит футбол». Организация занимается популяризацией данного вида спорта. Впрочем, как они сами отмечают, в Чеченской республике любовь к игре миллионов и так очевидна. Наша задача, чтобы как можно больше людей, россиян, полюбило футбол, интересовалась футболом, играла в футбол, то есть занималась им. Грозный любит футбол, Чечня любит футбол. И я думаю, что этот матч и вот заполняемость трибун, да, наверняка весь стадион будет забит, я в этом уверен. Будет поддержка, и наши должны победить. Желаем победы сборной России! В ожидании первого матча сборной России на территории СКФО как жители Чеченской республики, так и любители футбола из других регионов страны. Посредством онлайн-ресурса по приобретению билетов на матч несколько тысяч болельщиков уже зарезервировали места на трибунах Ахмат-Арены. Это событие останется у многих болельщиков на долгое время. Для жителей Северного Кавказа это будет интересно. Поехать туда, посмотреть, поболеть за сборную России. Интересно посмотреть на то, как играет по-новому сборная Россия. Не по телевизору, а именно вот вживую увидеть. Планируем поехать. Нельзя этот шанс упускать. Поедем организованно. И всех болельщиков северокавказских республики я тоже призываю к этому. Говоря о билетах, стоит отметить, что их продажа началась 2 ноября. Не прошло и 2 недель. Свободных мест на трибунах перед матчем практически не осталось. Для тех, кому не удастся попасть на арену, прямую трансляцию будет вести Первый канал. Каждый день у нас подходят даже люди не только с нашего региона, но и соседнего региона уже подходят, покупают, забронировали много билетов. А сегодня, несмотря на то, что еще 3 дня до начала матча сборной России и Румынии, у нас билеты практически все проданы. В основном то, что осталось, это уже то, что забронировали заранее от соседнего региона. Футбольные матчи на стадионе Ахмат-Арена не редкость, но игра сборных – это новый уровень. И исходя из этого, новый вызов сотрудникам спорткомплекса обеспечить условия для проведения матча на высшем уровне. Так как это мероприятие международного значения, мы, конечно, соблюдаем чуть выше требования, чем обычного чемпионата. Есть кое-какие изменения в техническом плане, там в плане рекламного блока. Был составлен график с подачи РФС. И согласно графику велись все мероприятия, чтобы на высоком уровне провести данный матч, который ожидается 15 числа. Сегодня в плановом порядке в регион прилетела и делегация из Москвы. Представители Российского футбольного союза прибыли для проверки готовности спортивного комплекса «Ахмат-Арена» к предстоящему матчу. Стоит отметить, что комиссия такого рода на стадионе не в первый раз. Специалисты пробудут здесь до 15 ноября. После проверки практически всех компонентов они отмечают, что вполне довольны тем, как организации игры сборных отнеслись в Чеченской республике. Учитывается буквально все, начиная от вопросов рекламы, заканчивая вопросами обеспечения безопасности. Я не первый раз в Грозном, мы здесь проводили финал Кубка России.
И что в прошлый раз мы остались довольны, что сейчас. И то отношение, которое мы встречаем от представителей принимающей стороны, будь то это стадион Ахмат-Арена, либо футбольный клуб «Терек», либо это администрация главы Чеченской Республики, мы встречаем максимальное взаимодействие. Любая наша просьба в разумных пределах, конечно, исполняется на самом высоком уровне. Особое внимание уделяется и логистике. Сегодня организаторы провели проверку автотранспорта для того, чтобы еще раз убедиться в том, что к проведению матча все готово. Также впервые в Грозном сыграют с новым мячом «Красава». Официальный мяч Кубка Конфедерации 2017 года впервые будет использован в товарищеском матче. Об этом говорится в пресс-сообщении ФИФА. Узор на поверхности мяча, разработанного партнером Федерации фирмой Adidas, содержит элементы ярко-красного цвета, которые ассоциируются с Россией. У них неровные контуры, представляющие метафору драгоценного камня игры. Структура мяча состоит из инновационных секций, которые обеспечивают оптимальную поверхность улучшенными свойствами сцепления и делают мяч хорошо заметным в поле. Магомед Ламаркаев, Мансур Саев и Луиза Юнусова. Новости. Очередное заседание оперштаба по развитию энергокомплекса провел сегодня советник главы Чеченской Республики, депутат Госдумы Адам Делимханов. Оно прошло в рамках исполнения поручения главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова по систематизации платежной дисциплины и предотвращению хищения электроэнергии, рассказывает Лариса Джабраилова. Каждый из присутствующих в этом зале отвечает за тот или иной участок работы. Отчет по собираемости платежей и хищениям электроэнергии руководитель оперштаба Адам Делимханов спрашивает с каждого. Результат работы Делимханова не впечатляет. Я недоволен той работой, которую сегодня штаб сделал. И вы должны относиться к своей системе так же. Ах, что порядок решен, что так эхо душен, что так аху душен. Цахалу мадати. Не знаешь, что не шаны. Вот она не знает, что ахр мадушен, шайн контроль я халавашу, нуруха, ицантуха, шаш, вы будете хозяевами. Гуна остал выше алиш. В республике порядка 300 тысяч абонентов физических и юридических лиц. Суммарная задолженность населения и энергопотери велики. Для того, чтобы переломить ситуацию в энергокомплексе, более полугода назад Рамзан Кадыров и создал оперштаб, который возглавил Адам Делимханов. Советник главы республики, депутат Госдумы, нацелен на конкретный результат. И несмотря на то, что есть определенные достижения за время работы, оперштабу предстоит усилить работу. И начать руководителям придется с самих себя. خزين خلا ميتو داخل بوش داخل بوس ويدي حديقة المدو يبوش داخل دين سيدو غير سيدو زكون سيدو أحتلاس بال سيدو توك потребление يشولش государственные частные ويدي حارش بوشك لين تاع يوكشك مليو حاج سيتش تاع يوكشك مليو حاج بليتكتشر يوكشك مليو حاج بقدك объективно هاوكيش ونستيتش ده ده بيرتكيل. В Чеченэнерго 16 подведомственных районных и городских электрических сетей. Работа руководящего состава управления, а также каждого РЭС и ГЭС будет проанализирована. В течение месяца показатели по всем направлениям должны быть улучшены. Отчет о проделанной работе представят на рассмотрение главе Чеченской Республики. Лариса Джабраилова, Дани Хавхаров. Новости. Завтра во всем мире отмечается Международный день слепых. Специально к этой дате в Грозном приурочили конкурс по пользованию компьютером между незрячими. К турниру участники подготовились основательно. Предварительно прошли 9-месячные курсы подготовки. На месте побывала Луиза Баснукаева.
Они воспринимают мир на ощупь. Незрячие или люди с ослабленным зрением лишены возможности наслаждаться просмотрами фильмов, роликов, чтением, но не в современном мире. При помощи специальных книг и приспособленных компьютеров под таких особенных людей у них есть возможность наряду со здоровыми изучать мир, искать необходимую информацию в интернете и развиваться в любых направлениях. Именно для таких активных и амбициозных людей был организован турнир по пользованию компьютером среди тотальных слепых. А помогают незрячим специальные программы, озвучивающие набор букв и отметины на клавиатурах. Переименовать, удалить, создать и копировать, отправить под меню, адресат, DVD, сжатый рабочий стол. Компьютер осваивать я уже давно очень начала. Сначала мне помогали, вначале было как-то сама почему-то боялась, а потом ничего, потихоньку начала изучать. Не трудно было совсем, не нужно было бояться. В этом конкурсе первый раз участвую. Из интернета много чего можно узнать, скачать полезные вещи, то, что тебе нужно. Турнир состоит из 3 этапов, в котором участникам нужно было создать папку, далее документ и напечатать текст. Всего участвовало 11 человек, самому младшему 10 лет, а самому взрослому 65. На всех этапах и в подготовке к конкурсу помогал председатель общественной организации под названием «Победившие тьму». Он уже давно занимается обучением незрячих. Рассказывает, с какими трудностями приходится сталкиваться при обучении и что дают эти знания. Мальчик травму он получил в 4 года, ослеп, и беда одна не приходит, потерял зрение, но он и потерял, двигаться не мог. Когда его вывезли в Москву, там профессор был, он когда его посмотрел диагноз, он говорит, он должен был прикован к постели, какая-то сила заставляет двигаться, ходить там. Когда он в следующий раз пришел, он увидел, как он читает священную книгу Коран, и вот я сейчас понял диагноз, почему он ходит, поэтому священный Коран ему помогает двигаться, общаться и быть полноправным членом нашей уммы. Конкурс такого типа в республике был организован впервые. Победители получат возможность состязаться с участниками со всего Северного Кавказа. Среди незрячих есть и те, кто занимается самообучением, после чего они поступают в вуз. И успеваемость их во многом превышает уровень других студентов. Главная цель участия в конкурсе для каждого – это прежде всего испытание своих возможностей. Они ежегодно участвуют во всех всероссийских конкурсах для людей с ограниченными возможностями. В спортивных состязаниях, таких как футбол и настольный теннис, в свободное время занимаются изучением священного Корана. Хотим доказать, что они получат. Они получат то, что нельзя купить, что нельзя передать, что нельзя подарить. Они самое главное получат это знание. Это достигается своим трудом. Вот это самое главное. Они хотят доказать, что мы равны, что мы вместе все идем к заветной мечте. Мы, которые здесь участвуют, не просим, чтобы какую-то материальную помощь. Мы просто, смотрите, мы тоже можем учиться, мы можем трудиться, мы не отчуждайте нас там. Всего в республике на учете находится 3200 инвалидов по зрению. Среди них около 400 детей. Люди с ограниченными возможностями, но безграничным стремлением к жизни. Они умудряются осваивать профессии, которые с трудом даются даже зрячим людям. Такие профессии, как диспетчер, адвокат, программист, учитель и многие другие. Им приходится работать гораздо больше и внимательнее всех остальных. Незрячие люди иногда видят больше, чем зрячие, так как у них больше развиты все остальные чувства. Луиза Баснукаева, Расул Арцухаев, Зелим Закаев. Новости. Люди с ограниченными возможностями проявляют порой удивительные способности. В столице среди незрячих также состоялся турнир и по настольному теннису. По словам организаторов, главная задача таких состязаний – вовлечение людей в занятия физической культурой и спортом, а также повышение их социальной активности. Подробности у Седы Сапаровой. Это как раз тот случай, когда спортивный турнир – повод прежде всего встретиться и пообщаться. Друзья, коллеги, познакомила и объединила которых общая беда – потеря зрения. Изучение поля боя, наставление товарищей, и вот они уже готовы помериться силами. Ислам, в какой руке у меня находится шарик? В правой руке угадана твоя первая подача. Рустам Мальцагов – один из самых опытных спортсменов. Настольным теннисом для незрячих он начал заниматься еще в Курске. Сегодня свои навыки он передает товарищам по клубу. Зрение Рустам потерял 20 лет назад, однако это не помешало ему создать семью, найти работу и продолжить жить полноценной жизнью. Огромную роль в моей реабилитации как раз отец оказал, потому что он меня не стал жалеть и заставил меня адаптироваться. То есть я делал все по дому, будучи уже незрячим. И шифер менял на крыше,
И все, что нужно было, и огород вскопать, все, что вот нужно по дому делать, он меня заставлял делать. Тогда я, конечно, этого не понимал, я думал, что вот ничуть меня отец не жалеет, обижался даже на это. Но сейчас уже я понимаю, что это в мою пользу было сделано. И вот это поспособствовало быстрой реабилитации, чтобы я взял себя в руки и дальше шел по жизни. Шоу-даун или по-другому настольный теннис для незрячих значительно отличается от привычной игры. Например, пластмассовый шарик не летает, как в традиционном настольном теннисе, а перемещается по столу. Внутри него расположены металлические пластинки, которые создают специфический звук. Именно по нему игроки, лишенные зрения, и ориентируются, отражая удары противника. Особо эмоциональных болельщиков сразу выпроваживают. Здесь запрещено кричать. Мы второй год уже развиваем этот вид спорта. Многие слепые задействованы в этом спортивных мероприятиях. Около 50 человек уже научились играть эту игру. Все 8 участников турнира – представители спортивно-адаптивной школы Ламан-Ас. В настольный теннис для незрячих играет почти весь мир. В России шоу-даун появился около 10 лет назад. Сегодня этот вид спорта доступен в 50 регионах страны. По словам организаторов, каждый такой турнир – это прежде всего попытка убедить инвалидов. После потери зрения полноценная жизнь возможна. Многие из них очень тяжело делают первый шаг из дома на улицу. И вот чтобы вывести их, научить их передвигаться по городу самостоятельно, это очень тяжелый труд. И показать, что люди вот спокойно передвигаются, занимаются спортом и другими видами деятельности, дает мотивацию другим инвалидам тоже вникать в общественную жизнь. Существует убеждение, будто незрячие люди медленно передвигаются. За нашим героем Алиханом Газмагомаевым нам было сложно угнаться. Во время интервью его несколько раз приходилось останавливать. Зрение и правую руку он потерял много лет назад. Подорвался на мине. Брат погиб, а он остался инвалидом. Адаптироваться было сложно, но, как признается сам Алихан, вернуться к нормальной жизни под силу каждому. Нужно просто перестать себя жалеть и учиться самостоятельности. وده النوع مو والويز ألشي العاس كلا يتسا دوحد أول والويز جيم جيم شيء كرتا أول والويز شيء شوح أول والويز شوح كرتا ليل عام شيء أورمي ولا أورمي ده شيء يرتع ماجدي والويز هندا شيء ومسيري مصوب ديني ماجدي وهذا دق ديقردو دق حماجدي والوش دي سيا جورج يرتغال جمسي أرجوني وعد عصوا أول شيء حيد عصوا حوار شيء مشروط كيد إيه هو شحليل غير شيء وأسن ثاني تنوع ولا تنيا حلوسا يعني على شيء أصد قطع عين ددي زجا ببيش بالباخ ونقش خلا شحت عشاء جم ولا شيء داخل سيرلون داخل هي جيد После финального свистка судьи огласили результаты турнира. Всем участникам были вручены грамоты и денежные вознаграждения. Все, я сдаюсь. Победа Бувайсара с разгромным счетом. На самом деле игра требует просто невероятной концентрации внимания. Но преодолевая трудности, незрячие люди ежедневно доказывают всему миру, что после потери зрения полноценная жизнь, где есть семья, друзья, любимая работа и даже развлечения, на самом деле существует. Сида Сапарова, Адам Чекуев и Дни Хавхаров. Новости. В Очко-Мартановском районе одновременно решили несколько социально важных вопросов. Со своими проблемами жители обратились к главе администрации муниципалитета. На их просьбу местная власть откликнулась практически сразу. С подробностями Алхазур Килимов. Если раньше село Янды испытывало проблемы с плохими дорогами, то сейчас все наоборот. Многие боятся отпустить детей на улицу из-за того, что машины быстро ездят. Категорически не разрешаю, потому что летают довольно-таки молодые люди, садятся за руль и устраивают здесь гонки. С просьбой установить искусственные дорожные неровности местные жители не раз обращались в администрацию. И вот сегодня на центральной улице устанавливают первый бордюр.
Подобные работы проводятся во многих населенных пунктах Ачхой-Мартановского района, в частности, возле школ и детских садов. В Катар-Юрте скоростной вопрос давно решили, впрочем, как и с прокладкой нового асфальта на улице Кадырова. Все эти вопросы были озвучены жителями во время очередного выпуска программы «Наш район» в рамках проекта телерадиокомпании «Грозный». Гостем студии был глава администрации Ачхой-Мартановского муниципалитета Алихан Сильмурзаев. تناخ يوم ماشين جديد ما يوليلني تناخ ملا يطلق شدادو دقي ورنش دور جبر حق أولي ساحة قو شكولة يو حجر يو تاق باخر خوي هو يسترج أوه تناخ قهر يقبلن بقدلش قاخل لابو ديل ريز خويل دال شيدو عدويل دال دنيا نعير تاع بيقم بويل حقن ديق ميلو شن قو كيلومتر جرق نقبطون وابلنك تحقق школе участка бордюр еш حجر уча бордюр еш штачек дол хинца ближайший диагностика ой хинц бел диагностика дул дел чар абоч еш та еш разметка еш дал муабисам болчак бокр болш планя бол беш доктор. Основные вопросы, заданные главе в ходе прямого эфира, были связаны с электроснабжением. С подобной проблемой сталкиваются и жители окраин Старого Ачхоя. Здесь проходит реконструкция старой водонасосной станции. Линия электропередач, которая будет снабжать станцию, планирует провести именно через проблемный участок села. Так что к концу года здесь рассчитывают решить сразу две проблемы. Здесь были проблемы с водоснабжением и газоснабжением, то же самое. Мы решили проблему газоснабжения в 3 домах заявителей. И параллельно стали решать проблему водоснабжения. Также у нас в районе остро стояла проблема по дошкольным учреждениям. Я хочу выразить большую благодарность Зарган Ахматовне Кадыровой, благодаря которой мы решили этот вопрос. В частности, мы сейчас в ноябре запускаем дополнительные 5 учреждений дошкольного образования. Это в селах Хамбирзи, Янды, Давыденко, Бамут, Шамиюрт, что нам позволяет намного снизить ту потребность дошкольного учреждения, которые у нас сегодня существуют. К главе района обращались и с личными просьбами. Так, семья Асхабовых нуждалась в помощи в строительстве кровли для своего дома. Жителям немедленно была оказана материальная помощь. Алхазур Керимов, Хаважа Мунаев, Юсуп Успанов. Новости. Вечер памяти Вахида Баталова прошел в Государственном театрально-концертном зале. Здесь собрались родственники, друзья и коллеги Вахида. Напомню, Баталов занимал должность начальника Рус-Мартановского РУБОПа. Трагически погиб в 2003 году. Отметим, он был верным соратником первого президента Ахмата Хаджи Кадырова. Указом президента России Баталов был награжден орденом мужества посмертно. На мероприятии перед зрителями выступили артисты чеченской эстрады, учащиеся школы и танцевальные коллективы. Песню, посвященную дяде, исполнила и Раяна Баталова. Мероприятие проводилось в рамках реализации единой концепции духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Во имя торжества этой жизни, во имя будущего нашей нации мы будем говорить об этих героях. Сегодня мы будем говорить о Баталове. Завтра мы будем говорить о других героях. Мы должны строить эту мирную жизнь, ту жизнь, о которой мечтал Ахмат Хаджи Кадыров. Вот в этом и заключается основная миссия проведения нашего мероприятия, чтобы подрастающее поколение не забывало историю своего народа. Специальные коррекционные школы республики получили микроавтобусы. Теперь образовательным учреждениям не придется думать, как добираться на мероприятия, конкурсы, на которые, кстати, часто приходилось ездить на общественном транспорте. Напомню, ранее директора получили из рук главы ключи от 63 микроавтобусов. В школе-интернате для слепых и слабовидящих обучается более 200 детей. Некоторые из них проживают в отдаленных селах. Учитывая, что на балансе организации был только старый автобус, это создавало немало проблем. Теперь появилась возможность развозить детей по домам. Нам очень нравится подарок. Теперь мы можем уезжать на новой машине и ездить на мероприятия в разные места.
По словам директора, дети в школе всегда заняты. После уроков обязательно проводятся занятия в кружках. Также часто выезжают в оздоровительные центры. Бассейн – любимое развлечение воспитанников интерната. Единственное неудобство было в отсутствии автотранспорта. Сегодня и эта проблема решена. Рамзан Ахматович, бассейне дигдиш, хультра, кирнах шоз, беш сиккуйло, так детско-юношеский центр, цацкор матала амош курш, хуйлу что-то беш, так гранд парки, цацана сада дигдиш, хул, больницы вигвиш, саг хул, сундея, хунчо, тачо эту халаксия. Рейс хул, и я цартка, ищеяцер, беш о самодельду, вок мейл буквы. И гича тюцана, мер войне ли бочо самодел, что. Воспитанники школы-интерната в Урус-Мартане – любители футбола. Для них появление собственного транспорта – большой праздник. Ребята во главе с воспитателем часто выезжают на турниры в соседние регионы и крупные города России. Ранее приходилось это делать на общественном транспорте. Мы обычно ездили на междуроссийские турниры между интернетами по футболу. Добирались на поезде на разных транспортах, но теперь у нас есть свой подарок от Рамзана, и мы очень благодарны ему. Различные районные мероприятия, футбольные матчи, развлекательные центры, движение в любом направлении теперь максимально доступно. Залина Атаева, Расул Арцухаев, Тимур Хайдаров. Новости. Грозный в центре внимания не только любителей спорта, но и ценителей архитектуры. Гостей привлекает также и благоприятный климат региона. Несмотря на осень, поток туристов в столицу не уменьшается. С очередной группой пообщалась Хавайдиева. Для многих туристов эта поездка в Грозный первая в жизни. Поэтому и знакомство с регионом они начинают с посещения главной достопримечательности республики – мечети сердца Чечни, которая своим величеством не оставляет равнодушным никого. Мечеть такой я только видела в Иерусалиме, в таком стиле. В прошлом году я была в Вифлееме, в Иерусалиме. Там похоже такого стиля. Очень везде красиво, очень все гостеприимно. Большое спасибо. Под большим впечатлением находимся. У нас такой прекрасный гид, который так детально все нам рассказывает. И то, что вашему народу удалось за такой короткий срок восстановить такой прекрасный город. Потому что вот эта масштабность, это поражает всему и величие вот этой красоты. Поэтому вот это у нас останется надолго в наших сердцах. Нурия Рудская в последний раз была еще в советском Грозном. Признается, давно мечтала увидеть современную архитектуру города. Увиденное сегодня превзошли все ее ожидания. Я даже не узнала вот то место, где когда-то я проходила, где-то когда-то я была. Вот у нас это самое, свекровь жила на Минутке, там и свекровь тоже была. А вот приезжала и даже представить не могла, что так поменялось все. Пожалуй, одно из самых излюбленных мест туристов – смотровая площадка высотного комплекса «Грозный-Сити». Она же и стала одним из самых популярных мест для фото и видеосъемок. Впечатления самые позитивные, город красивый, на городе есть на что посмотреть. И самое, что радует, что город безопасный. Отношение президента к своему народу, потому что за такой маленький промежуток времени, небольшой, построил новый город. Очень красиво, со вкусом. Очень понравилось. Приедем еще к вам. Здорово, молодцы вообще. Я очень большим впечатлением остался от этой поездки. Мне понравилось. Ну а вам вообще хочу пожелать действительно дальнейшего развития, процветания вашей республики. Пусть никогда она больше войн не знает, пусть всегда будет мир на вашей многострадальной земле. Следующий пункт маршрута – мемориальный комплекс «Аллея славы». Здесь для туристов открываются двери в историю чеченского народа. Новые дома, чистые улицы, торговые центры, парки, зоны отдыха, а самое главное – добродушные и гостеприимные жители. Вот почему, по словам самих же гостей, сюда хочется приезжать снова и снова. За 10 месяцев 2016 года республику посетило порядка 32 тысяч человек. Это в 2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если для многих этот визит в республику стал первым, то уже точно понятно, что далеко не последним. Хавайдиева, Шамиль Саламов. Новости. Впрочем, некоторые приезжают в Чечню не просто погостить, а насовсем. Чтобы променять суету на размеренную жизнь, жительница Москвы приехала жить в Грозный. Елена Зуденкова уже нашла работу. С новой гражданкой пообщалась Тинатин Музашвили.
Она ступает на чеченскую землю не в первый раз, но сегодняшний прилет в Грозный для нее особенный. Елена Зуденкова отныне будет жить в Чечне. Ощущения самые приятные, потому что уже, скажем так, радует этот теплый прием. И я думаю, что в дальнейшем они не испортятся, а будут только лишь подкрепляться позитивом. Это решение далось ей непросто. В первый раз Елена приехала в Грозный еще в 2012 году и, по ее словам, сразу влюбилась в этот город. Потом не раз приезжала в гости к новым друзьям. С тех пор она мечтала переехать в нашу республику, сменить суету столицы на размеренную и спокойную, как она говорит, жизнь. Решение переехать, оно шло так постепенно, назревало в моей душе. И каждый раз, приезжая, я в республике открывала для себя что-то новое. Шикарная природа, хорошие, добродушные люди, очень приветливые. Все это поразило в самое сердце меня буквально еще с первого приезда. И в последующие разы, то есть мне хотелось вот подольше наслаждаться этой атмосферой, которая царит здесь. Надеюсь, что доверие, которое мне оказано, я смогу его оправдать и, соответственно, скажем так, похвастаться уже в скором будущем какими-то трудовыми победами и успехами. Елена – экономист по профессии. За плечами 8 лет работы и внушительный послужной список. С просьбой найти подходящую вакансию она обратилась к Исе Хаджимурадову. Тот, в свою очередь, показал резюме нескольким людям. Отозвались в управлении налоговой службы. Мусор предложил переслать ему резюме. Сказал, что если будет интересно, они рассмотрят. И когда я ему резюме переслал, он сразу же перезвонил и сказал, что давно уже искали специалиста именно с этой узкой специализацией. Получилось немножко, наверное, как в сказке, как-то очень удачно все. Много людей с разных регионов приезжают ежедневно, не только туристы приезжают, люди приезжают устраиваться на работу. Это один из показателей того, насколько действительно республика развивается и насколько здесь комфортно жить. Собеседование в ведомстве прошло успешно. Молодой квалифицированный специалист подошел на вакантное место по всем параметрам. Елена Юрьевна показала блестящее знание налогового кодекса, да и по всем квалификационным требованиям она соответствует именно на работу в должности заместителя начальника отдела досудебного урегулирования. У нас сегодня в службе большой дефицит в грамотных правовиках, и с целью усиления кадрового потенциала мы удовлетворили желание нашей претендентки переехать в нашу республику. Елена осваивается на новом рабочем месте. Она поспешила приступить к служебным обязанностям с первого дня. Эмоции переполняют, потому что я не ожидала, что будет такой радушный прием. Но меня все устраивает, мне все нравится. Я думаю, что мы сработаемся, и впереди будет очень много трудовых успехов. В плане формирования какого-либо карьерного роста я вижу себя именно здесь. То есть мне хотелось бы построить свою карьеру с учетом сложившегося, уже имеющегося опыта, стажа работы. То есть мне хотелось бы дальше развиваться уже здесь. Пока любимым местом в городе для Елены является сквер рядом с мечетью «Сердце Чечни». Но в ближайшее время она намерена ближе ознакомиться с городом. Девушка уверена, тогда подобных точек на его карте станет гораздо больше. Тинатин Музашвили, Адам Чекуев, Булат Баканаев, Хаважи Мунаев и Луиза Юнусова. Новости. Это были все новости к этому часу. Всего доброго. До свидания.